Мы до сих пор еще ничего не знаем о предстоящем приключении. Оль, у нас герой сорвался. Нелетная погода. Как нелетная погода? Для них это уже холодно, сезон закрылся. А кого мы еще не сняли? Не знаю, но с экстримом, по-моему, стало туго. Ваш кофе. Ребята, вы не хотите покататься на джипах? Хотим. Хотим. У нас тут у ребят экстремальный выезд. Может, попросите, покатайтесь с ним. Какая прекрасная идея. Спасибо, сейчас попросим. Так. Это, наверное, они, да? Да. Ну что, что, идти? действуй, продюсер. Подержи. Обычно отмена съемки – это катастрофа, но только не для продюсеров Иристон ТВ. 5 минут переговоров, и вот мы уже отправляемся в джип-тур с клубом Алания 4×4. Почувствуй всю мощь продюсерского мастерства с Дерасой Камболовой. Итак, джипинг. Этот вид туризма стремительно набирает обороты. И в этом нет ничего удивительного. Путешествие небольшой компанией, без изматывающих физических нагрузок и необходимости нести тяжелые рюкзаки. Согласитесь, звучит соблазнительно. Герман, так мы куда едем сейчас? Мы сейчас едем в Кубань, Гусара. Там есть очень красивые места, есть хорошие горки, где можно наверх подняться с экстримом. Также есть чуть-чуть грязи, тоже можно будет побросать ее. Все, как я люблю. Да, так что я надеюсь, вы перчатки взяли, да, если что уже? Нет, Ну, вдруг там, мы не взяли, мы не были готовы к этому. там будет очень глубокая грязь, там каля, ну и то ли же куда-нибудь в подъем, и вот ты думаешь, вот поднимешься, не поднимешься, перевернешься, не перевернешься, блин, вот. То есть для вас чем страшнее, чем хуже условия, тем интереснее. 100%. 100%. Это зависимость какая-то адреналиновая? Ну, я бы сказал, да, зависимость тоже есть, присутствует. Как Ну, давно она появилась у тебя? Ну, где-то 16-го года приблизительно. Я посмотрел там пару видосов наших друзей уже. И мне понравилось, и я тоже стал тоже кататься. Созерцание живописных видов – не единственная цель джиперов. Гораздо больше их привлекает езда по труднопроходимым туристическим маршрутам и преодоление экстремальных препятствий. Причем, чем сложнее, грязнее и непреодолимее, тем лучше. Ну что ж, испытаем это на себе. Боже, как красиво. Нравится здесь? Очень-очень высоко. Мы можем подняться вот на ту горку, если хотите. Да ты что? Да. Вот на эту Не боишься? съездить? Да, вот на эту. Нет, нет, поехали. Точно? Держимся, цирка. А вот и первое испытание. Довольно крутая горка, штурмовать которую решится не каждый водитель. Но только не наш бесстрашный Герман. Дераса, правда, предпочла посмотреть на это приключение со стороны. И много потеряла, скажу я вам. Мы с легкостью взобрались на вершину холма, откуда открылась просто фантастическая панорама. Как ни крути баранку, а осень в горах – это, безусловно, очень красиво. Контраст ярко-синего неба и шафранно-желтых склонов – настоящее наслаждение для глаз. Ради таких видов, конечно, стоит взбираться так высоко. Так, а как же теперь обратно? Я сейчас задом чуть съеду, и там и развернусь. Так, ну давай я подожду здесь, Все, хорошо? да, это правильное решение. Езда по бездорожью – это испытание не только для машины, что естественно, но и для водителя. Экстремальное вождение требует определенных навыков, быстрой реакции и чуть ли не стратегического мышления. Под углом. Ну ты мастерски справился. Думаешь? Ну, мне кажется, Получилось? да. У меня бы не получилось. Сейчас дальше еще, может, хлеще что-то будет. Пацаны, Да-да. может, я вас дотащу наверх? Че там, не едет она? Она что, бесхарактерная, что ли? Мне
каждая, да, машина с таким подъемом справляется? Ну, видишь, вот это очень хорошая машина, блин, и там и хороший объем, и она не заезжает. То есть не от объема зависит? От всего зависит. Я бы сказал, от водителя. Не, на самом деле, это хороший водитель. Но мне даже отсюда было Отсюда будет? Я лучше бы это не видел, ты знаешь. страшно, знаешь, когда вот назад катишься. Вот это страшно. Когда назад катишься, это не страшно. Вот когда в боке потащит чуть-чуть, вот тогда страшно. Это уже 90%, что машина перевернется. Скажи, а что ты чувствуешь в такие моменты, когда ситуация выходит? Я даже не могу передать, что я чувствую. Короче, у меня вот все зашкаливает, короче, перешкаливает. Особенно еще вот когда остается чуть-чуть вот подняться, и она машина не тянет, то ли, я не знаю, то ли забуксовала. Вот тогда точно, блин, кровь кипеть начинает. И обратно страшно, и, не дай бог, в бок потащит тоже страшно. Но в этот момент не включается в тебе другой Герман, который такой четкий, знает, что делать, и вот включает все эмоции, и так раз, как Супермен, короче. Это не выключается, так сказать, это всегда присутствует. Ну, мобилизуешься? 100%. Никакой суеты не бывает, ничего. Есть такие горки, которые ты не будешь штурмовать? 90% бывает видно то, что заеду, не заеду. То есть оцениваю свои возможности. Вот едешь в горы, допустим, ты каждый раз думаешь, что ты будешь вот максимально аккуратно, а потом, короче, как разыгрывается кровь, и ты уже берегов не замечаешь. Давай пока вот отсюда заедем. Здесь кажется похуже. Или нет? Ну давай отсюда заедем. Так решается, да? Ну, погода просто хорошая. Если была там дождливая погода, было вообще все по-другому абсолютно. Вот этот подъем, куда мы поднялись, другой бы еще хуже был. Вы в плохую погоду даже ездите? Ну да, интереснее в плохую погоду. Не хочется говорить о гендерных различиях, но все же экстремальный джипинг – это скорее мужское развлечение. Если нас с Дзерой более чем удовлетворили прекрасные виды окрестностей, то водителям внедорожников явно не хватало острых впечатлений. Поэтому возникла новая цель под страшным названием «Котлован». В котлован спустимся? А? В котлован? А где он? Вон он. Сможешь ты там? А ты? Спуститься смогу точно. Лебедка работает? Моя? Мне не нужна. Ну, мне да. Я тебя на буксире вытащу. Давай, ну заедь. А вот и котлован. Интересно узнать природу его возникновения, но выглядит эта яма действительно впечатляюще. Герман внимательно изучает препятствия, прикидывая, как удобнее спуститься и, главное, выехать потом оттуда. Ну вот так я не буду спускаться, так я бампер воткну. Право выбора у тебя откуда хочешь. Я отсюда спущусь легко и также поднимусь 100%. 100%, да. Я не знаю, хочу ли я. Да, зимой здесь на Ниве не поднялся, сейчас я точно поднимусь. Давай, ну снег лежит, ты видишь. Это не показатель для меня. Так, пристегиваться надо? Не, зачем? Зачем? Что-то мне кажется, что у тебя страх был. Страх? У тебя есть в машине кофе? Я сейчас одной рукой буду кофе пить, другой заезжать. Ну ты уже посещал, да? Вот эту Да, я здесь сюда заезжал на Ниве. Ну, спустился, все хорошо, но обратно подняться не смог. Многим экстремалам особое удовольствие доставляет потопить свой внедорожник в грязи или песке, чтобы потом испытывать свои силы в его извлечении. Не каждый способен понять такое развлечение, но и поклонников у него хоть отбавляй. Самое главное в нашем деле, это же знаешь что? Главное не бояться, главное маневр.
Мы, кажется, приехали. Да? А, да, вот так это и происходит. Помесив с полчаса дно котлована, Герман смирился с поражением. Хорошо, что на такой случай некоторые внедорожники специально оборудуют лебедками, чтобы не пришлось пилить до ближайшего села в поисках трактора. К счастью, в нашей экспедиции такое оборудование нашлось. И теперь нас ожидает зрелищная и крайне эмоциональная операция по спасению автомобиля. Это был крах короля. Вот отсюда разгонись, вот отсюда. Я думаю, нигде не поднимется. Поднимется, вот отсюда разгонись. Можете мне сказать, красивый вид там с окна? А, все, горы видно? Герман, выходи, выходи, оставь. Герман, я тебе хочу сказать, Геленваген здесь без блокировок бы заехал. Че? 1,000,000%. Его это завело, видишь? Стоит отметить, что неотъемлемой частью культуры джиперов является постоянное подтрунивание друг над другом. Не щадя языка своего, они осыпают друг друга остротами, подстегивая на свершение подвигов. Ты знаешь, я сейчас могу сказать, жизнь удалась. Скажи, помочь тебе? А? Я хочу выровнять чуть-чуть, я понял, класс. Сейчас я понял. Вот сейчас сзади что? Ну вот я теперь понимаю, ради чего мы здесь находимся. Вот это и есть то самое приключение экстремальное. Да. Сейчас вот зашкаливает адреналин. Сейчас работает мозг на полную катушку, чтобы придумать, как же выбраться из этой ловушки, которая началась со слов «А спорим, я смогу». Нормально. Давай за репку, потянули. Репка, Вов, вниз. Не бойся, зайчик, все будет нормально. Дайте ему вздохнуть. Да, честно, я бы сам выехал. Вы же все видели, нет, как она выскочила? Что, ты сам бы выехал, да? Моя ты петрушка. Чего вы, скажи, еще мучились? А что, ты сейчас пустишь ее? Поставь сейчас. Вдоволь насладившись борьбой с гравитацией и грязью, мужчины извлекли внедорожник из котлована. В это время остальные участники экспедиции устроили праздничный обед прямо на капоте. Попивая ароматный чаек с плюшками, вспоминали смешные истории и рассказывали байки о былых подвигах. 199% я был уверен, что я не поднимусь. Я был уверен, 100%. Ты когда спускался, Я не ему думал, говорю, ты же что тебя тоже вытащить спустишься. надо? Но он говорит, ты пока спустись, короче. Я спустился без слов. Иди спусти машину. Мы играем в заказные. Давай играем. Ты должен заехать, выехать. Ты хоть раз выиграл меня? Беседка. Что там было? Геленваген Паджеро. Было. Было. Усыпленные атмосферой веселья и благодушия, мы даже не заметили, как образовался новый спор. И все направились к следующему котловану. Ну что сказать, мальчики такие мальчики. Да, поехали, поехали. Я обязательно сейчас положу твой тазик. Это то, чего ты ждал от поездки? Вот именно этого? Не этого, я хотел вылезти сам. Сам? Да. Вот это любопытство каждый раз побеждает, да, пролез? Конечно. Да он не поедет, он сейчас скажет, езжай ты первый, смотри. Давай, Хайда, заезжай. Заказные же. Ну иди. Ну ты за мной там не спустился, вот здесь хоть первым поднимись. Только не вот так, а вот так. Как? Вот так, вот. Видишь, где следов нету? Вот так. Подожди. Давай, сними еще.
Ты разгон его видел? Разгон видел его? Смотри. Очередное препятствие преодолели с относительной легкостью. Но если вы думаете, что на этом ребята остановились, то глубоко заблуждаетесь. Только представьте, сколько еще классных ям остались неисследованными. А тормоза, как известно, придумали, правильно, трусы. Ты просто скажи, ты вот в эту яму спускаешься? Вот сейчас ты поднимаешься. Не, я в эту яму спустился, ты за мной не спустился, правильно? Нет, ты должен подняться. Все, я тебя понял, все, давай. Что сказать? Можно ли назвать это экстремальным приключением? Пожалуй, да. Однако разделить и понять этот азарт мне не удалось. Возможно, потому что не я была за рулем, хотя нет. Наверное, чтобы получать удовольствие буксуя по уши в грязи, надо было родиться мальчиком. Смеркалось. К счастью, довольно быстро. Вытащив машину из очередного котлована, мы наконец отправляемся домой. Но у меня сохранилось ощущение, что наши герои сюда еще вернутся. Гэга не поднял, да? Совсем чуть-чуть нужно было. Я его все... Ну ничего, в следующий раз обязательно поднимусь. Летом. Летом. Когда будет сухо.